Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В середине июля стало известно, что сын нынешнего и внук предыдущего президента Туркменистана Керимгулы Бердымухамедов получил диплом бакалавра политических наук и международных отношений Эксетерского университета. Учебное заведение находится в небольшом городе на юго-западе Англии. Население Эксетера менее 130 тысяч человек. Там нет никаких правительственных институтов странового значения. Близ города находится небольшой региональный аэропорт, который обслуживает считанные регулярные рейсы европейских лоукостеров, а в летний сезон самолеты туроператоров. Но что примечательно, именно в годы обучения Керимгулы в Эксетере в этом аэропорту садились туркменские правительственные самолеты, в том числе во время карантина из-за COVID-19, когда границы страны были наглухо закрыты. Так называемые споттеры, фотографы, любители, снимающие воздушные суда, в последние годы не раз замечали, что в Эксетер прибывали туркменские самолеты, причем правительственного летного отряда. Одним из лайнеров был Boeing 737-700 с регистрационным номером IZ-A007. Местные споттеры зафиксировали его 1 ноября 2021 года, а 25 сентября 2022 года в аэропорту заметили другой Boeing с регистрационным номером IZ-A700. Оба лайнера являются президентскими бортами. Их отличительная особенность – двигатели белого цвета. Это любимый цвет Гурбангулы Бердымухамедова. У обычных самолетов авиакомпании Туркменистан двигатели зеленые. Напомним, в 2021-2022 годах границы Туркменистана из-за пандемии были полностью закрыты, а регулярное авиасообщение прервалось. В этот период сам Гурбангулы Бердымухамедов летал только в ближнее зарубежье. В 2023 и 2024 годах полеты в Эксетер продолжились, но на другом самолете Boeing 737-800 с регистрационным номером IZ-A020. Этот борт используется как в гражданской авиации, так и в правительственных целях. Например, именно на нем Сердар Бердымухамедов, еще будучи вице-премьером, летал в командировку в Ташкент и в Дашогуз. В официальных туркменских СМИ о поездках членов правительства в Эксетер не сообщалось. Последний рейс, который удалось отследить местным фотографам, состоялся в январе нынешнего года и снова на президентском VIP-самолете. Все шторки иллюминаторов в момент взлета были закрыты, хотя известно, что авиакомпании в целях безопасности заставляют пассажиров открывать иллюминаторы во время взлета и посадки. По данным сайта вуза, Керимгулы получил степень бакалавра политических наук и международных отношений. При этом один из преподавателей данного факультета, профессор Джон Хезершоу, написал в соцсети X, что лично он никогда не видел этого студента. Туркмен Ньюс поинтересовался у профессора, знакомы ли его коллеги с Керимгулы. Тот ответил, что ни коллеги, ни другие студенты не припоминают Бердымухамедова-младшего. С другой стороны, полеты в Эксетер свидетельствуют, что иногда, возможно, на сессиях, сын президента все-таки появлялся в престижном вузе. Впрочем, полеты были слишком краткосрочными. Самолеты отбывали обратно в Туркменистан через пару дней, поэтому есть и иная версия. Возможно, Керимгулы все это время оставался в Великобритании, а правительственные рейсы организовывались для родных, которые его навещали. Тем временем, родители обычных студентов с большим трудом добиваются конвертации валюты для отправки детям. От безденежья туркменские студенты массово вынуждены совмещать учебу с работой. Год обучения в вузе в 2021 и 2022 годах по специальности Керимгулы стоил 21 200 британских фунтов, что примерно равно 27 500 долларам. Эксетерский университет основан в 1922 году и входит в состав элитной группы университетов Рассел. Также он включен в реестр зарубежных вузов, чьи дипломы признаются Министерством образования Туркменистана. Напомним, с 2019 года в Туркменистане можно подтвердить иностранный диплом лишь вузов, включенных в данный список, причем в него изначально были внесены вузы стран Европы, Китая, США, Японии, ведущие российские вузы, но отнюдь не учебные заведения стран-соседей – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. То есть молодых граждан Туркменистана лишили возможности получить образование именно там, где это наиболее доступно не самым богатым семьям. В 2023 году Туркмен Ньюс обратил внимание на эту проблему, а вскоре власти включили в число одобряемых ряд казахских, узбекских и один таджикский вузы. Но Бердымухамедова-младшего эта проблема, конечно же, не затронула.
Он не только попал в престижный вуз в одной из богатейших стран мира, но и летал туда правительственными самолетами, пока простые смертные из-за карантина не могли вылететь на учебу. А студенты, которых пандемия застала за рубежом, наоборот, потеряли возможность навестить родных. Но в последние 4 года Керим Гулы занимался не только учебой. Как стало известно в феврале прошлого года, сын президента женился на девушке из семьи сотрудника МВД. Гурбангулы Бердымухамедов даже написал в честь этого события песню. Ее текст опубликовали национальные СМИ, а исполнил заслуженный артист Туркменистана Довлет Аманлыков. Как раз в то время, когда Керим Гулы был студентом британского вуза, в его семье произошло важное событие. В 22 году Гурбангулы уступил кресло президента своему сыну Сердару, то есть отцу Керим Гулы. Сердар Бердымухамедов в свое время также учился за границей, потом служил в МИД, а затем работал внутри страны в самых разных ведомствах. Он успел побыть и хакимом Ахалского вилаята, и министром промышленности, и председателем Высшей контрольной палаты, и вице-премьером. Что же касается Керим Гулы, то о его назначении на какой-либо пост пока не сообщалось. Может быть, 22-летний выпускник ждет повестку в армию. По закону призывной возраст в Туркменистане длится до 27 лет. Диплом получен, отсрочка для обучения в вузе перестала действовать. Так или иначе, а самый молодой из Бердымухамедовых приобрел явно политическую специальность. Он учился не на врача, не на инженера и не на маркетолога, и это многое говорит о его дальнейших жизненных планах, а точнее о планах всей его семьи. Хотите сообщить интересную новость? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите ее.